Здравствуйте! Это программа «Диаблог о прекрасном» с Кристиной Смольской. Программа наша интерактивная, вы можете активно подключиться к нашей дискуссии на сайте diablog.by. Кроме того, все выпуски нашей программы вы можете посмотреть на сайте телеканала «Беларусь-3». Пожалуйста, присоединяйтесь. Уличный театр – не обыденный театр, а театр мечты, который ведет тебя по жизни, утверждал известный российский актер и режиссер Вячеслав Полунин. С 6 по 8 мая белорусская столица окунется в атмосферу ярких эмоций, безудержного интерактива, незабываемых впечатлений на 4-м Минском форуме уличных театров. Средневековые фарсы, хореографическая постановка, клоунада, буфонада, номера на ходулях, интерактивные спектакли и карнавальное шествие. Что еще ждет зрителей на этом прекрасном фестивале? Чем отличается уличный театр от традиционного? И можно ли самим зрителям будет попробовать себя в роли артистов? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с нашим гостем, художественным руководителем Национального центра современных искусств и арт-директором Минского форума уличных театров Владимиром Голоком. Владимир, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Я привела цитату господина Полунина. Я знаю, что вы горячо его любите. Согласны ли вы с тем, что уличный театр – это не обыденный театр, и в чем его главная оригинальность, на ваш взгляд? Абсолютно согласен. Вообще мне очень импонирует сама персоналия Вячеслава Полунина, или Славы Полунина, как он привык себя называть. Человек вселенского масштаба, и мечты у него такие же вселенские. Вспомним, например, его караван фестиваля уличных театров, который в начале 80-х годов прошел из Москвы насквозь Европу и окончился в Париже. Вот. То есть этот театр подарил ему большую-большую мечту большого масштаба. Сегодня уличный театр тоже представляет большую возможность для реализации буквально всех замыслов, творческих замыслов артистов, режиссеров. Он представляет огромный творческий потенциал в плане средств выразительности, в плане идей, потому что действие разворачивается не в театральной коробке, а как мы привыкли, да? Ну, конечно, да, как мы привыкли. Но потихоньку уже отвыкаем. Вот. Но в условиях нашей улицы, нашей архитектурной среды, неподготовленного театрального помещения, и там возможно все. Действительно, я полностью согласен. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но мне кажется, что уличный театр становится все популярнее в Беларуси. Во многих европейских странах уличные представления стали уже частью городской жизни. Вот интересный вопрос от нашего интернет-пользователя Павел Ясень. Был на представлении уличного театра в Германии. Это всегда так захватывающе, что самому хотелось присоединиться к артистам. Интересно, в чем уникальность белорусского уличного театра? Мы близки к Европе? Действительно, европейский уличный театр существует уже около 40, даже 45 лет, именно в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Он вышел из студенческих волнений 1968 года в качестве формы бунта, желания эксперимента, и в итоге он стал тем, чем он стал сейчас. Наш белорусский уличный театр, он еще довольно нежный. Первопроход очень нежный. В раннем возрасте. Ну, не то, что в раннем, скажем, всем известный пластический, даже просто альтернативный театр «Инжест». Это, пожалуй, флагман сегодняшнего белорусского уличного театра, который начал работать с конца 80-х годов в уличном пространстве. Затем произошел большой спад в области альтернативного театрального движения, но в начале 2000-х годов, благодаря открытости наших границ, появлению интернета, возможности путешествовать, происходит некоторый всплеск, который происходит до сих пор, всплеск интереса к уличному движению, к уличному театру. В чем особенность нашего белорусского уличного театра и похож ли он на европейский? Наш уличный театр строится как раз по образцу европейского, потому что многие участники наших белорусских уличных труп, они посещают мастер-классы, посещают фестивали западноевропейские, вот, там чему-то учатся, подсматривают, и уже потом здесь у нас на практике свои ассимилируют. Но наш белорусский театр уникален тем, именно уличный театр, что он находится на стыке двух школ. Так, это российская уличная школа, которая строится по классической системе Станиславского театра переживания, пример тому уличный театр «Странствующая кукла господина Пежо». Вот они именно на театре переживания. И европейский театр представления, театр эффекта. Вот. И потихоньку наш белорусский уличный театр аккумулирует эти две школы. И аккумуляция идет еще потихоньку, понемножку, пробными шажками. Но я уверен, еще лет 10, ну где-то лет 15, я думаю, от силы. И в итоге у нас выкристаллизуется свой неповторимый стиль. То есть мы, мне кажется, Беларусь в этом плане находится в очень выгодной позиции. Расскажите, Владимир, что ожидает зрителей в этом году? Какую программу им подготовил
организатор форума «Национальный центр современных искусств» во главе с вами. Я знаю, что в прошлом году всех удивили и покорили цирковые акробаты и эквилибристы из Франции. Чем удивите в этом году? Ну, я еще добавлю, в прошлом году покоряли не только эквилибристы из Франции. Очень тепло и очень неожиданно публика восприняла постановку открытия нашего Минского форума уличных театров. Это был такой творческий эксперимент. Национальный академический драматический театр имени Максима Горького впервые вывел на улицу постановку «Вива комедия» в жанре комедии дель арте. Собственно, он привел комедию дель арте туда, где она должна быть эстетически. Это был, насколько я знаю, такой неповторимый опыт для самих артистов, но и для публики. Публика тоже очень тепло восприняла, это было очень сильно резонансно. Плюс в прошлом году к нам присоединился тоже впервые Белгосцирк со специальной программой, потому что, если посмотреть в историю, уличный театр и цирк имеют фактически одни и те же корни. Они оба вышли из ярмарки, и, грубо говоря, это очень близкие братья. В этом году нас по-прежнему будет удивлять Белгосцирк, который готовит специальную программу 7 мая на открытие, на торжественное открытие. И открытие будет происходить на ратуше. Да. Само большое открытие у нас будет происходить 6 числа в 8 часов вечера на ратуше спектаклем экспериментального театра «Ай», город Минск, спектакль под названием «Робинзонада». Уже формат такой нам очень понравился. 7-8 мая будут 2 полноценных дня. 7 мая откроется карнавальным шествием в 12 часов дня по Верхнему городу с участием приглашенных артистов. Далее будут работать 2 площадки. Первая площадка у ратуши, параллельно с ней вторая площадка в Каретном дворе каретного музея. И за эти 2 дня выступят уличные коллективы из Беларуси, из России, из Польши к нам гости едут, театр на вализках, театр на чемоданах, если по-русски перевести. Впервые к нам приедет коллектив, точнее представители уличного коллектива аж из Германии при поддержке посольства Федеративной Республики Германия в Беларусь. А еще мы ждем наших друзей из города Тирасполя, Приднестровья, уличный театр «Тук-Тук», который в прошлом году к нам приезжал на форум, им очень понравился наш гостеприимный город, наш добрый зритель. В итоге они подготовили 2 новые постановки, которые будут показаны на 7-8 мая в Верхнем городе. Вы упомянули в своем ответе открытие прошлого фестиваля, упомянули «Вива комедию», этот известный спектакль, которым открывался 3-й форум уличных театров. Я как раз предлагаю видео с прошлогоднего фестиваля. Владимир, вы были у нас на программе 2 года назад, и тогда мы с вами говорили о 1-м и 2-м Минском форуме уличных театров. Сейчас вы проводите уже 4-й. Поменялся ли фестиваль и в каком направлении он развивается? Я бы сместил акценты. Поменялся не фестиваль, поменялся зритель. Расскажите. За 4 фестиваля у нас уже воспитался зритель, приобрелась культура восприятия уличного театра. Потому что уличный театр, он отличается от классического своей энергетикой, своей подачей, своим непосредственным взаимодействием со зрителем. Интерактивом, так называемым. Да, проще говоря, интерактивом. То есть, если поначалу зритель откровенно боялся, не решался воспринимать такие энергичные, такие бодрые зрелища. Выпады артистов. Да, выпады артистов, самому вступать в игру, то сейчас, вот уже судя по 3-му форуму уличных театров, зритель более осмысленно подходит к этому к делу. Зритель не боится, зритель рефлексирует, зритель понимает, что это игра, здесь ничего страшного нет, и что можно вполне спокойно включиться в эту игру и даже поучаствовать и стать героем. То есть я считаю, что у нас именно этим форумом уличного театра воспитывается зритель. Ну и плюс немаловажный момент, с прошлого форума, как я уже обмолвился, к нам включился Белгосцирк. Я считаю, тоже это очень важный момент в плане развития фестивального уличного движения. Кто знает, возможно, через энное количество фестивалей мы станем не только фестивалем уличных театров, но и фестивалем уличного цирка, как это есть такая практика в Европе. Я знаю, что в Европе такие фестивали проводятся скорее не в столичных городах, а в более мелких. Вот наши интернет-пользователи, которые были на фестивале уличных театров, интересуются вот чем. Инга Белова. Спасибо огромное за форум. Приезжали всей семьей специально из Гомеля. Столько положительных эмоций получили. Планируете ли проводить фестиваль в других городах?
немножко дополню ваш вопрос. Мы почему-то обходим вниманием наши страны-соседи восточные. В частности, очень много фестивалей проходит в России. И причем тоже, как правило, в столицах, в крупных городах этого есть в не Москве. происходит. Да, в Москве. Самые крупные фестивали, самые такие заслуженные, всемирно известные, не боюсь этого слова, проходят именно в Архангельске и в городе Пермь. Туда стекаются каждый год, каждое лето крупнейшие, известнейшие, самые прекрасные, яркие уличные артисты со всего мира. Белорусские В артисты том там числе участвуют? из Беларуси. Вы предвосхитили мою фразу. Да, там тоже очень ждут уличных артистов, в том числе вот сейчас, именно сейчас идет прием заявок на фестиваль в город Тула, где готовы принять и наших уличных артистов. Город Санкт-Петербург, фестиваль Елагин парк тоже ждет наших артистов. Поэтому Но вопрос нашего интернет-пользователя заключался в том, что в других белорусских городах, не столичных, возможно ли такой форум? да, и теперь мы плавно переходим к ответу на ваш вопрос. Значит, да, форум возможен, и более того, происходит, но не в формате фестиваля уличных театров, а То именно... есть не в таком огромном масштабе, да? Нет, именно эстетический. Здесь речь идет больше о фестивале уличных искусств, в рамках которого тоже выступают уличные театры. Так, такое движение уже 5-й год поддерживается в городе Гродно. Фестиваль под названием Big Mini Fest состоится в начале июня, уже в 5-й раз в прекрасном городе Гродно. В прошлом году, и я очень рад, что, и даже мне кажется, что это по большей части с подачи Минского форума уличных театров, в городе Витебске в рамках международного фестиваля исполнительских искусств «Славянский базар» первый в истории прошел фестиваль уличных искусств на 7 ветрах. Тоже очень яркое и запоминающееся событие, которое ничем не уступало основной конкурсной программе, судя по комментариям, услышанных мной в толпе зрителей, которые ходили смотреть этот фестиваль. Кроме того, время от времени дает о себе знать город Могилев. Так, например, в этом году, вот уже в конце мая, будет проходить первый большой областной молодежный фестиваль «Зараз», ну, как по-белорусски, сейчас, где объединятся различные направления, в том числе и уличное искусство. Поэтому город живет, Беларусь тоже живет, и очень динамично, и ярко, и я надеюсь, это только начало. Нам еще осталось до конца зажечь город Брест, что в прошлом году был Брестский форум уличный театр, к сожалению, пока что он развития не получил, но я думаю, все еще впереди. И у нас на очереди город Гомель. Я знаю, что уличный театр в том виде, в котором он существует сейчас в Беларуси, появился в 80-е годы, и вы об этом также упоминали, когда Вячеслав Иноземцев создал свой знаменитый «Инжест». И затем уже образовалось множество коллективов. Вот еще один вопрос от нашего телезрителя. Владимир, а как вообще сейчас живется нашим уличным театром? За счет чего они существуют? Везде же люди, и все хотят кушать. Да, действительно, вопрос очень интересный и насущный. Ну, сладкой жизни в уличном искусстве никто не обещает, потому что это очень специфический вид театрального искусства. Более того, он сезонный. У нас в Беларуси пока что нет такой, я подчеркну, пока что нет такой инфраструктуры для существования уличных артистов, как есть, скажем, в той же Франции, где уличное искусство прошло путь 40 лет, и где искусство поддерживается на уровне Министерств культуры. То есть во Франции, извините вас, уличные артисты могут существовать спокойно за счет своего искусства? Могут, конечно. Целый год, это не целая только в сезон. Экономика, которая им позволяет, если взять Францию, отработать определенное количество часов по различным европейским фестивалям. Затем зиму за счет этих фестивалей они могут спокойно жить, ничем не заниматься, то есть законодательство им позволяет. Наши уличные театры, по большей части, если изъясняться официальная театровическая терминология, это любительские театры. То есть процентов, наверное, 99 артистов имеют основную побочную работу, не относящуюся именно к уличному искусству. Уличный театр — это больше как хобби. Но, когда приходит время, артисты собираются, для них это такое время X, отрепетировать фестиваль за год и показать его, покатать где-то по городам Беларуси. Кому-то повезет, кто-то выезжает и дальше на европейские фестивали, на российские, как я уже сказал. Но в целом это пока что труд довольно нелегкий. Но, тем не менее, очень благодарны, потому что ничто не сравнится вот с этой живой эмоцией, с глазами зрителя, которую ты видишь буквально в метре от себя, от этого контакта настоящего живого человеческого, от адреналина, который гуляет в крови, и тем более того ощущения, что ты работаешь вот под открытым небом, где буквально вчера ты просто ходил, люди просто ходили, а сегодня ты его
делаешь таким мифологическим местом, представляешь из него целую сказку. И потом уже люди на самом деле по-другому смотрят на на то же самое место. Прекрасный пример был на фестивале во Франции, в городе Амьене, где я был вместе с составом уличного театра «Мусташ». Нам рассказывали, значит, в городе Амьене есть вокзал. И нам была большая башня. Ее хотели снести, эту башню, потому что она, по мнению архитектора, представляла собой нечто невыразительное, страшное и мешала только облику. В итоге на очередном фестивале уличного театра и цирка в городе Амьене на этой башне сделали перформанс акробаты-эквилибристы. Прямо на башне. Прямо на башне, подвешено красиво, под музыку, ходили ангелы, парили под этой башней. И в итоге и жители города Амьена, и мэрия пересмотрели свой взгляд на башню. Она стала просто объектом искусства. Фактически уличное искусство и цирк, они подчеркнули некоторые аспекты этой архитектуры, и башню было решено оставить. То есть уличное искусство может и влиять на среду, и в принципе, на обстановку, на окружение, и по-другому помогает взглянуть на окружающий нас мир. А если говорить совсем глобально, то искусство может менять жизнь. Но только ли во время фестивалей белорусы могут увидеть уличный театр? Уличное искусство, прежде всего, оно зависит от погоды. Это самый главный аспект. У нас, к сожалению, не всегда очень теплая и жаркая погода даже в течение лета, поэтому здесь есть определенные проблемы. Но не только в рамках тематических фестивалей уличных, я знаю, и большие театральные фестивали активно приглашают уличные коллективы в качестве коллективов на открытие. Вот Март-Контакт, всем известный фестиваль в городе Могилеве, очень любит уличную программу. Это правда. Да, Белая Вежа очень любит уличную программу, туда часто приезжают известные уличные коллективы со всей Европы, из Беларуси. То есть уличный театр пользуется популярностью, потому что прежде всего это очень красивая, яркая картинка, это очень яркие эмоции у зрителя. То есть уличный театр задает тон всему фестивалю. Тон фестивалю и задает настрой зрителя, располагает его к тому, что будет. Но что нужно фестивалю, чтобы он развивался, расширял свою географию, становился все глобальнее и масштабнее? Вопрос такой же глобальный, как и сама его формулировка. Действительно, чаще всего вопрос упирается в финансирование. К сожалению, уличное искусство не является самоокупаемым, как и, собственно, фестивали, уличный театр. То есть билеты не продаются на Билеты не фестиваль? продаются, это традиция, давняя традиция, это классический вариант. Как правило, уличное искусство финансируется за счет либо муниципалитетов городской управы, либо спонсоров. В нашем случае это спонсорский момент. Это такое дорогое искусство. Это очень дорогое, но это имиджевое. Это создает имидж городу, имидж месту, где это происходит. Плюс отсюда, если создаться определенный имидж, будут стекаться туристы, это принесет определенный косвенный экономический эффект в виде туристов, тех же туристов, которые будут сметать все на своем пути. То есть тут это серьезный вопрос, который требует размышлений, под который нужна своя инфраструктура. Но я уверен, мы к этому двигаемся. Уверенно двигаемся, мы в начале этого пути. И я рад, что есть энтузиасты этого же дела, молодые энтузиасты. То есть все фестивали, которые я озвучил, организовываются молодыми людьми, вдохновленными, яркими, которые заражены идеей уличного театра, которые носят уличное искусство в себе, которые сами непосредственно имеют отношение к уличному театру, сами его практикуют, то есть они знают все эти проблемы, и поэтому они знают, в каком направлении нужно работать. Я хочу подробнее поговорить о роли зрителя в уличном театре, ведь оно коренным образом отличается от традиционного театра. Но для начала предлагаю еще одно видео с фестиваля уличных театров. Видна зрительская заинтересованность и вовлеченность. Вообще современное искусство сегодня предполагает интерактив, предполагает, что зритель будет частью этого искусства и этого интерактива. Какую роль вы отводите зрителю на форуме уличных театров и действительно ли можно стать артистом на этом форуме? Зритель — это непосредственная часть нашего фестиваля, потому что без зрителя, собственно, не будет и мероприятия. Зритель — это участник, зритель — это наш судья, зритель — это
оценивающий орган, скажем так, того, что происходит. То есть все ориентируется на зрителя, все делается для зрителя. Уличное искусство само по себе подразумевает именно контакт. Именно контакт непосредственный, физический, тактильный, телесный со зрителем. И хочет он того или нет, но зритель становится частью этого представления. Потому что интерактив именно это и подразумевает. Собственно, это один из основных пунктов, который отличает уличное театральное искусство, перформативное, от искусства классического, сценического, камерного. Помимо того, что зрители получают, мне кажется, очень много положительных эмоций, какие еще цели преследует фестиваль? Фестиваль для нас это прежде всего такое городское событие. Событие городского масштаба, которое делает город краше, ярче, заметнее в глазах горожан и предлагает, собственно, самим горожанам пересмотреть свой взгляд на нашу окружающую архитектурную среду, на наше место. Кроме того, основная из наших целей – это развитие современных видов искусства. Именно поэтому одним из организаторов является Национальный центр современных искусств Республики Беларусь. Плюс мы хотим создать такую перформативную площадку, вокруг которой будут собираться наши белорусские уличные артисты, где будут делиться опытом зарубежные уличные артисты, чтобы это движение постоянно находилось в состоянии процесса, в состоянии варения, чтобы что-то происходило, чтобы было движение, и из этого движения обязательно родится какая-то звезда, должна родиться, что-то должно произойти, но главное, чтобы было движение. Владимир, вы, наверное, со мной согласитесь, что сейчас очень популярны курсы, тренинги, школы по актерскому мастерству, раскрепощению, ораторскому искусству, публичному выступлению. Вот интересный вопрос от нашего интернет-пользователя Александр Ковальчук. Побывал на форуме в прошлом году. Очень хочется попробовать себя в роли уличного артиста. Где у нас можно научиться этому искусству? Да, вопрос как тоже. стать артистом? Вопрос интересный. Прежде всего, нужно носить артиста в себе. Нужно этого хотеть, потому что это довольно сложно. И потому что зритель найдет... Но если не будет искренности в движениях, ты не захочешь искренне выходить на зрителя и делиться с ним своей эмоцией вот в режиме тет-а-тет, то зритель сразу почувствует эту неискренность, и он уйдет. Поэтому уличный театр является одним из самых честных видов искусства, как я считаю. Да, но вернемся к вопросу. Действительно, проблема есть. Проблема подготовки кадров, если говорить уже научным языком, в области уличного театра есть. То есть определенной школы у нас нет. Определенной централизованной школы, где готовят уличных артистов, нет. Есть некоторые студии, которые возникают стихийно при уличных коллективах, либо студии, которые организуются добровольцами, энтузиастами. Но при том же театре Инжест, насколько я знаю, Вячеслав Иноземцев, будучи у нас в гостях, рассказывал, что у них есть своя студия. Да, у них есть своя. И этих студий очень мало. Очень мало. Это студия именно при театре Инжест. И я знаю, есть студия при уличном театре ВИР. Где можно... Это в Минске? Это в Минске, да, где можно обучиться азам, мастерству, и если все хорошо сложится, то и принять участие дальше именно в фестивалях. Вот. Но в основном это такие краткосрочные разовые проекты, разовые курсы, тренинги, где можно прокачать свое мастерство. Вот так у нас пока что все происходит. Какими главными способностями должен обладать артист уличного театра? Может быть, 3 или 4 Я вы бы могли назвал бы выделить? тут способности и личностные качества. Прежде всего, это харизма, это яркий темперамент, потому что человека должно быть видно на улице. В этом он может потеряться на фоне большой архитектуры, но если у него харизма и темперамент, он может задавить это пространство собой. Это будет тоже сразу видно. И привлечь зрителя. Привлечь, конечно. Кроме того, нужно знать психологию зрителя, не только единичную психологию толпы. Нужно уметь концентрировать внимание на мелочах и обладать широким кругозором. То есть нужно не только смотреть на своего реципиента, но и видеть, что происходит по сторонам. Постоянно нужно находиться в концентрации, потому что на улице происходит все, что угодно. Может пробежать собака, может на сцену выбежать ребенок. И нужно реагировать. И нужно реагировать. И чаще всего это должно восприниматься не как событие из рук вон выходящее, все, я не буду играть, а это подарок. Это подарок, который нужно включить в свою игру и отыграть, включить его в себя, пропустить через себя и выдать зрителю. То есть очень много всего. Ну и плюс немаловажно это физическая подготовка, потому что улица предполагает к активному движению, к активному занятию именно пространства рабочего, его нужно постоянно держать под контролем. Зритель находится с разных сторон, не только фронтально, поэтому нужно постоянно работать со всеми, и при этом не забывать еще о том, кем ты являешься, какая суть твоя является твоего персонажа, и, собственно, отыграть сам спектакль. Поэтому это очень много, очень затратно, энергозатратно, но результат стоит свеч.
Владимир, спасибо огромное, что вы были у нас. Я желаю Минскому форуму уличных театров благодарного зрителя. Вам желаю вдохновения и реализации всех ваших прекрасных проектов. Спасибо. Я напомню, что в гостях у нас сегодня был художественный руководитель Национального центра современных искусств и арт-директор 4-го Минского форума уличных театров Владимир Галак. Дорогие друзья, окунуться в атмосферу положительных эмоций вы сможете уже совсем скоро. С 6 по 8 мая 4-й Минский форум уличных театров приглашает на свои представления. А я прощаюсь с вами. Давайте участвовать в культурной жизни Беларуси и в создании нашей программы вместе. Всего доброго, до встречи!